Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России по сноуборду заняла первое место в командных соревнованиях в параллельном слаломе на заключительном этапе Кубка мира по сноуборду. Турнир прошел в Германии. В финале российская команда в составе Софьи Надыршиной и Дмитрия Логинова на 0,36 секунды опередила сборную Швейцарии. Тройку лидеров замкнули немцы. По итогам двух гонок сезона россияне заняли первое место в общем зачете Кубка мира в параллельном слаломе, набрав 160 очков. Вторыми стали австрийцы, на третьей строке расположились представители сборной Швейцарии. Московский ЦСКА в гостях в овертайме со счетом 2-1 выиграл у ярославского «Локомотива» в третьем матче серии второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе армейцев шайбы забросили Константин Акулов и Антон Слепышов. У хозяев льда отличился Павел Тютнев. В рамках регулярки команды сыграли с друг другом 4 раза. В 3 случаях победу праздновал ЦСКА, ну а ярославские хоккеисты выиграли в одном матче. Счет в текущей серии до 4 побед стал 2-1 в пользу московского клуба. Следующая игра пройдет 23 марта. Также на домашней арене «Локомотива». Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира женской теннисной ассоциации, который прошел в Санкт-Петербурге. В финале соревнования она обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян. Первый сет завершился со счетом 6-3 в пользу Касаткиной. Во втором отрезке при счете 2-1 Гаспарян снялась с матча. Для 23-летней Касаткиной этот титул WTA стал 4-м в карьере. В рейтинге организации она занимает 61 место. Ну а на турнирах серии «Большого шлема» ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Аргентинец Лионель Месси вышел на первое место по количеству сыгранных матчей в истории Барселоны. Накануне нападающий отыграл выездной матч против Реал Сосьедада в рамках чемпионата Испании. Для него эта встреча стала 768-й по счету. Месси отметил очередной рекорд двумя результативными ударами, а его команда выиграла со счетом 6-1. Помимо него в составе каталонцев дубль оформил Сержиньо Дест. По разу отличились Антуан Гризман и Усман Дембеле. Единственный мяч хозяев поля забил Андер Беренечеа. Барса занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 62 очка. В следующем матче сине-гранатовые дома примут Вальядолид. Женская сборная России по гандболу одержала победу над венгерской командой в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Встреча прошла в Венгрии и завершилась со счетом 29-23. Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя россиянка Анна Вяхерева, забросившая 7 мячей. Благодаря этой победе российские гандболистки отобрались на игры в Токио с первого места своей группы. Ранее они в рамках квалификации одержали победы над сборными Казахстана и Сербии. Напомним, женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Хэт-трик студента СВФУ Яника Самплея помог липецкому ЛКС выиграть у астраханского «Волгаря» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 6-1. Теперь на счету Самплея 16 голов в текущем сезоне. Он является лучшим бомбардиром своей команды. В составе астраханцев играл Джилустан Пестряков, однако якутянин результативными действиями не отметился. ЛКС занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 56 пунктов. «Волгарь» идет на 13-й позиции, имея в активе 15 баллов. В следующем туре липецкий клуб в гостях сыграет со столичным «Спартаком», а «Волгарь» на выезде сойдется с красно-белыми из Ростовской области. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!